В зале этнографии Музея краеведения имени Тугана Мальсагова состоялся мастер-класс от Рахимат Оликовой и Рукет Матиевой. Тетя и племянница уже не один десяток лет создают различные изделия из войлока. На такой импровизированной лекции они рассказали о технологии обработки овчиной шкуры от комка шерсти до создания плотного материала, из которого в прошлом создавались среди прочих шляпы для косарей, известные в нашем народе под таким названием, как мангал-кий. Они защищали своих хозяев от жары и стужи. Технология изготовления шапки из войлока достаточно трудоемкая. Изготавливали такие головные уборы преимущественно из шерсти белого цвета кустарным способом. Вначале мастерицы хорошо очищали овчинину, удаляя из нее инородные элементы. Затем тщательно отстирывали, иначе валять такую шерсть не получилось бы. После шел сам процесс валяния в виде плоского блина. Приготовленный войлок натягивали на специальную деревянную форму – кеп и крепко привязывали, придавая тем самым шапке глубину и размер. Рукет Матиева рассказывает, что раньше инструменты изготавливались тоже кустарным способом, и они были немного иными. Для того, чтобы очищать шерсть от мусора, от всего, была вот такая вот лопаточка. Но она не совсем вот такая вот, она была немножко другой формы. Вот с одной стороны она была вот такая вот ровная, а с другой стороны вот сплошная вот так вот, чуть расширенная, и с зубчиками. Когда отбивала, чтобы шерсть вот так вот, ну, она как бы проходила сквозь эту шерсть и сбивала весь этот мусор. Вот эта вещь называется, по-ингушски это называется ат. Ну, по-русски, наверное, лук или как там его. Вот. Это приспособление для того, чтобы взбивать шерсть. Первоначально ее чешут на гребешке, а потом вот этим вот взбивают. И она становится такая вот пышная и прям воздушная. И третье – это форма. Ее мать сделала из этого. Обруч на этом бывает, на кадушке. Обруч на кадушке. Вот где-то диаметр 70 вот сантиметров, вот этот вот обруч, она его положила на бумагу, плотная бумага, вот, оберточная бумага. Вот эту вот бумагу она вот так вот завернула за края и прошила нитками, чтобы она не спадала. И получился вот такой вот импровизированная форма такая получилась. Впервые Рукет Матиева увидела процесс валяния шерсти, когда ей было 9 лет. Ее мама создавала шляпы. На одну шляпу могло уйти не меньше недели, а вот прослужить она могла на долгие годы. Мою маму звали Матиева Петимат Ахметовна. Мне, когда мама начала делать эти шляпы, это было где-то середина 60-х годов. Ну, где-то, наверное, лет 9-10, вот так вот. И все время я и члены нашей семьи были у мамы в подсобниках. Мастером она была, тетя тогда дома была еще. Они занимались этим, а мы были в подсобниках. И вот осталось это в памяти? Полностью, вот как сегодня. Иногда верхушки шляпы украшались кисточкой из шелковых нитей. При надевании войлочной шляпы можно было придавать ей нужную форму. Поля носили опущенными или загнутыми с одной или с нескольких сторон. Иногда их с боков заворачивали вовнутрь или поднимали вверх. Где-то уже Ходить? Да. لازم سيلخن مدي. Ну вот, всех индукус. Так, халхар ярежем иштия мечай самарнанус олар. Ай варахи амло мо кей мдоет хамшт кейду айер олар. Возможно, сегодня немного людей носят войлочные шляпы, но само искусство их создания – это дань памяти предкам. Конечно, немногим будет по силам создать из таких комков шерсти удивительно прочный и удобный головной убор. Такой мастер-класс от мастериц является очень важным мероприятием, поскольку это, по сути, возрождение наших традиций. Дерге шимпельгис лакайол уже с расчетом ки ачиллл кепхагис. Так цыч тнисы даже аштурстха. Цыч ачедли так ох ит киегиолш здор палас
Да халк галеш хулар квейна. Муж калиш. Ха. Геттер сом дараж дуацыш. Дед калдыш. Детка. Из примерно что кинула. Хаз капельгис да ары дуалтыш. Цатцы цики пачерха ицыш. Ада юлыш иски. Из да харчиеш. Из палыс. Цель мероприятия – возрождение народных промыслов, сохранение производства мужского головного убора мангалки, передача традиционных навыков, его изготовления молодому поколению, показать зрителю и посетителям процесс изготовления войлочной шапки мангалки. Многовековой опыт и мудрость народа оставили нам в наследство технологию создания такого прочного материала, как войлок. Из него можно изготовить как шляпу, которая защищает от палящего солнца и проливного дождя, так и использовать его в декоративном искусстве, в дизайне, одежде и помещении и во многих других направлениях.